И следующий вопрос, да? И вам известно, вот в Алабкинском районе есть компания Full Gold Mining, месторождение Иштамберди. Там 4 лицензии у них, один закрытый, 3 открытым путем добывают. Я вот тоже самое там был, столько уже из-за несоблюдения техники мер безопасности, столько людей умерли, да? И уже на грани катастрофы там находится. Экологические, технические требования не выполняются. Они используют в своем производстве аналог, как вот Кумтор использует вот это наше сионита, китайского варианта. Кто экологическое заключение давал на использование сионита? Предприятия Алабукинской области проверены в рамках работы межведомственной комиссии. И еще у нас намечена эта плановая проверка в 4-м квартале. Вот эти все вопросы, кто выдавал, зачем выдавал, мы вот в ходе проверки все это изучим. В этой связи, вот я полностью посмотрел, у них вот, например, да, с 2009 года не выплачены лесопотери. Кроме этого, сельхозпотери не выплачены около 200 миллионов. 2009 года они не выполняют свои обязательства перед государством, во-первых. Во-вторых, я там побыл, посмотрел, как хранятся у них вот эта соляная кислота, серная кислота. Это согласно законодательству Кыргызской республики и так далее. МАГАТЭ, они относятся к прекурсорам. Там огромное количество недостаточной соляной кислоты, вы понимаете, да? 1 килограмм соляной кислоты – это на контроле, это уголовно наказуемое деяние. Куда уходит эта соляная кислота, перекурсор, и серная кислота, непонятно. Огромными партиями покупают, и в последующем якобы они на переработке используют, это не ясно. Кто утверждал их вот этот процесс, вы тоже посмотрите, пожалуйста. И дайте нам информацию по соляной, по серной кислоте, что Full Gold Mining Company сколько тонн получила, сколько тонн технологическим процессом использовала, и необходимо ли было использовать соляную, серную кислоту и этот химикат, аналог, который используется на Кумтуре. И в последующем, вот, хвостохранилище тоже, посмотрите, в неправильном месте установлено. И полностью все отвалы туда идут. Кроме этого, сколько смертей, сколько этих технологических этих было, да? Охрана труда не соблюдается, права граждан наших не соблюдается. Они вот по найму берут, по 7-8 месяцев наши граждане там работают. В последующем конце года они всех увольняют. И обратно каждый год вот так. 1000 человек они увольняют, по 1000 человек обратно с весной вот начинает набирать. Кто будет защищать интересы наших граждан? Кроме этого, антисанитария там полнейшая. Столовая отсутствует. Контейнера поставили, в будках вот наши граждане живут, рабочие там. Я им сказал, говорю, была вот комиссия и так далее, работала, министерство ваше приезжало, и заключения какие-то вы выносили. Они обязательства взяли, что будет строить столовую и так далее, инфраструктуру, чтобы организовать охрану труда. Но это они не сделали до сих пор. Они говорят, ссылку делают, что вы экологические заключения на строительство объектов не даете. Так ли это? Вы же говорили. На проекты работ проводится экспертиза в части охраны недр, в части пробезопасности и экологическая экспертиза в обязательном порядке. Дина Расиевна, просьба от вас, вот полную комплексную проверку сделайте, пожалуйста. Это чем раньше, тем лучше. Есть у нас информация, что они вот свернут вот где-то к концу ноября, вот свернут свои и обратно уволят, и обратно ничего не сделать. До весны будет вот такая катавасия, да? Извините за выражение. Кроме того, еще один вопрос, Дина Расиевна. Те, которые перерабатывают, да, занимаются добычей золота, они задают вопрос.
Почему? Вот из-за отсутствия золота в Кыргызстане, что ли, или как? Вот мы, говорит, не понимаем. Мы на переработку концентратов руды отправляли, говорит, за пределы Кыргызской республики. Это то же самое. Казахмыс, Чуйская область, Алтынкен, Иштамберди и другие месторождения свои руды не могут вывести и переработать за пределами Кыргызской республики. В связи с тем, что, как вы сказали, технологический процесс не позволяет им, оказывается, переработать. То же самое аммиачные месторождения, у кого-то серное месторождение, у кого-то медное месторождение, да, получается. У нас таких заводов, извлекательных фабрик на территории Кыргызстана, оказывается, нет. И сейчас вот на сегодняшний день уже месяц с лишним вы, оказывается, запретили им вывозить за пределы. В чем это связано? И у нас что, дополнительно заводы, фабрики построены или нет по переработке их? Лалбай. По данной проблеме вы знаете, наверное, что было принято постановление Кабинета министров, Центральная лаборатория... Отвечать, да? Да. Я перебила, да? Да, слушаю вас. Вы знаете, что вышло постановление Кабинета министров о том, что, значит, вот как раз вот вывоз концентрата, была проблема в том, что, значит, занижали содержание, да, драгметаллов, полезных ископаемых в этом, в концентрации. Поэтому было принято решение о восстановлении вот инспекционного контроля. Инспекционной компанией назначена Центральная лаборатория вот, Департамента геологии и недропользования. На прошлой неделе комитет ТЭК Джор Кенеша проводил выездное заседание, вот, посмотрел, в каком состоянии эта лаборатория. И, в принципе, сейчас вот идет отработка вот этих процессов. И это вывоз концентрата будет обратным ввозом, как знаете. Но сейчас вот стоит вопрос организовать инспекционный контроль надлежащим образом, для того, чтобы вот это воровство не было. Спасибо.